Так, мы все закончили, да? Так. Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материалов по делу Айткулова и Карамидина Назировича считается оконченным. В этой связи предоставляется право заключительной речи. Уважаемый Айткулов и Карамидин Назирович, пожалуйста, пройдите к трибуне, вам предоставляется право заключительной речи. Я остаюсь на тех же позициях, я, значит, не буду повторяться, я прошу удовлетворить полностью мое ходатайство. И по поводу выступления оппонента и участвующих в настоящем процессе лиц, я хочу сказать, что это очень удивительно, что все представители госорганов, зная о том и видя о том, что в УПК одна норма противоречит другой, именно по нашему делу, касающемуся нашего дела, тем не менее не говорят о том, что УПК требует, так сказать, изменений, дополнений, приведения его в соответствии с Конституцией. Если в Конституции написано, что заочно можно осуждать, выносить приговоры, то тогда и в УПК должны быть нормы о том, чтобы заочно можно в тех или иных случаях заочно отправлять дело в суд. Но такой нормы нет в УПК. И это отсутствие этой нормы как раз-таки действует негативно и в отношении, так сказать, в том числе и моего доверителя, что это нарушило его права, обязанности и так далее. Поэтому просто поразительно, что все без исключения представители госорганов сказали, что, так сказать, не надо ничего удовлетворять, отказывать надо. Хотя они сами видят, что такие противоречия в УПК имеются. Поэтому я считаю, что дело в отношении Бакиева, то, что направили суд заочно и потом осудили его, это политически мотивированное дело. Это подтверждается тем, что таких дел, где заочно отправляли в суд, их единицы. Единицы. Это касается только всех вот этих политических оппонентов, членов семьи оппонентов Временного правительства и последующих предыдущих властей. Вот. Поэтому я думаю, что, например, если мой доверитель приедет сюда и хочет, так сказать, участвовать в суде и так далее, это должно приветствоваться, это должно быть это и в интересах потерпевшей стороны, я тоже так думаю, чтобы они имели возможность задать ему вопросы и так далее. Это нужно для того, чтобы любого человека надо осуждать в установленном законном порядке и на законных основаниях. А вот так вот, так сказать, произвольно захотели, в суд отправили, хотя такой нормы нету, в суд отправлять дело без ознакомления с делом и так далее. Надо же это все предусмотреть тогда. Они этого не сделали, и просто удивительно, что до сих пор они это отрицают. Поэтому я прошу, и это такой момент, все выступающие, все говорили об уклонении, но в данном случае речь не идет об уклонении от явки. Он бы и рад бы приехать, но он боится приехать раньше, когда это, потому что он вынужден был уехать, потому что были угрозы его безопасности, потому что везде, весь интернет был заполнен этими всякими публикациями, где его там шельмовали и так далее. Поэтому как он мог приехать? Тем более заочно осудили. Когда в суд это отправляли, например, у следствия и была возможность вопросы задать, допросить его в качестве свидетеля там, в Беларуси, по международному поручению. Нет, они начали требовать его, так сказать,
экстрадиции уже вынесли это постановление о привлечении, ну, то есть о привлечении в качестве обвиняемого в особо тяжких преступлениях, а потом начали требовать его экстрадиции. И потом уже и приговоры вынесли. Я хочу отметить, что все вот этот приговоры и так далее, все действия представителей Временного правительства и, так сказать, со времен в период действия Атамбаева там, и так далее, они были направлены на то, чтобы он не приехал сюда. Что они нарушили свое собственное наше национальное законодательство, а потом требуют его. Конечно, любое цивилизованное государство не будет его выдавать, потому что видно, что это все политически мотивировано, что, нарушая собственное законодательство, так сказать, вынесли приговор. Поэтому надо прийти в правовое русло, так сказать. Я прошу, уважаемый Конституционный суд, члены Конституционного суда, значит, удовлетворить мое ходатайство в полном объеме. Присаживайтесь. Сыранов Самат Кыштыбекович, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемый Тура, уважаемые судьи Конституционного суда, уголовного суда производства, как правило, основывается на принципе непосредственности, который предполагает личное участие обвиняемого в следственных и судебных действиях. Это обеспечивает его право на защиту и возможность давать показания, опровергать обвинение и участвовать в рассмотрении доказательств. Когда обвиняемый намеренно уклоняется от явки в суд, возможно заочное судебное разбирательство. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики прямо предусматривает право пересмотра апелляционным и кассационным порядка заочного судебного акта. Если осужденный посчитает, что были нарушены его конституционного права и отправлено заочного суда производства и приведет соответствующий довод, законодатель предусмотрел для него право возобновления дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики направлен на обеспечение баланса интересов всех участников уголовного процесса, защиту прав и потерпевших и реализацию принципов справедливости и правового государства. На основании изложенной в руководстве статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Айткула Икрамиддина Назировича оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим Конституции Кыргызской Республики. Спасибо. Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Айткула Икрамиддина Назировича о проверке конституционности статей 243, 251, 253 нормативного положения абзаца 1 части 1 статьи 256, выраженного словами «Следователь после ознакомления с материалами уголовного дела участников процесса и разрешения их ходатайств составляет обвинительный акт». Части 6 статьи 296, части 2 статьи 403, части 3 статьи 412 и пункта 3 части 2 статьи 421 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Я прошу представителей государственных органов быть на оглашении решения. Время вам будет объявлено за 2 часа до оглашения. Прошу всех встать.